Добрый день, дорогие зрители! Мы рады приветствовать вас на матче женского чемпионата Республики Беларусь между футбольным клубом «Витебск» и футбольным клубом «Минск». Прослушайте составы играющих сегодня команд. Команда гостей – футбольный клуб «Минск». Номер 12 – Малаева Полина. Номер 2 – Асаула Ульяна. Номер 4 – Кашинская Анна. Номер 7 – Сас Анна. Номер 14 – Марчик Виктория. Номер 16 – Суровцева Милана. Номер 17 – Осмыкович Наталья. Номер 18 – Ату Реджина. Номер 33 – Красикова Анна. Номер 44 – Богдан Валерия. Номер 99 – Пенчук Елизавета. Запасные игроки. Номер 1 – Толстая Мария. Номер 22 – Ботиновская Инна. Номер 3 – Гиба Елизавета. Номер 5 – Шерешовец Татьяна. Номер 21 – Станкевич Карина. Номер 23 – Побегайла Анастасия. Тренер команды Пышник Андрей. Команда футбольного клуба «Витебск». Номер 1 – Даурова Ольга. Номер 4 – Олещенко Яна. Номер 7 – Карпова Ксения. Номер 9 – Васильева Наталья. Номер 10 – Якушевич Александра. Номер 17 – Бузинова Елена. Номер 18 – Калоша Ксения. Номер 19 – Качан Елизавета. Номер 21 – Игруша Анастасия. Номер 22 – Сидорчук Анастасия. Номер 77 – Верхолайцева Екатерина. Запасные игроки. Номер 16 – Козлова Дарья. Номер 2 – Скрипкова Елена. Номер 6 – Широчкина Дарья. Номер 11 – Петрова Валерия. Номер 13 – Шараева Александра. Номер 14 – Логинова Виктория. Номер 15 – Кучмарева Евгения. Тренер команды Бехтев Сергей. Судейская бригада в следующем составе. Главный судья Коноплянникова Елена. Помощники судьи Горобцова Ксения и Бондарь Егор. Резервный судья Гляков Михаил. Инспектор Калачинский Вячеслав. Trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, she tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do.
Внимание! Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прозвучал гимн нашей страны, и давайте уже сконцентрируемся на футболе. И вот составы команд перед вами. Давайте я их также представлю. Витебск, первый номер голкипер Ольга Даурова, четвертый номер Яна Олещенко, седьмой Ксения Карпова, девятый Наталья Васильева, 10 Александра Якушевич, 17 Елена Бузинова, 18 Ксения Калоша, 19 Елизавета Качан, 21 Анастасия Игруша, 22 Анастасия Сидорчук, 77 номер у Екатерины Верхолайцевой, главный тренер команды Сергей Александрович Вехтев. Ну и сегодняшние гости, футбольный клуб Минск и их следующий состав на матч. Голкипер 12 номер Полина Малаева и полевые 2 номер Ульяна Асаула, 4 номер Анна Кашинская, 7 номер Анна Сас, 14 Виктория Марчик, 16 Милана Суровцева, она капитан команды, 17 Наталья Смыкович, 18 номер Отуре Джинна Бианг, 33 Анна Красикова, 44 Валерия Богдан, 99 номер Елизавета Пинчу, главный тренер команды Андрей Юрьевич Пышник. Судя по всему, Минск начнет эту встречу. А нет, как раз Витебск. Витебск, разумеется, в синей форме, и Минск в такой бело-красной форме. Вот свисток прозвучал. Ах да, я же не представил главного арбитра сегодняшней встречи. Это Елена Коноплянникова, помощники судьи Егор Бондарь и Ксения Горовцова. Четвертый судья Михаил Гляков и судейский инспектор Вячеслав Калачинский. Ну и напомню, что для вас эту встречу прокомментирует Алексей Кунаш. Ну что ж, игра стартовала, поехали. Видим, что у Витебска уже будет стандарт. Неплохой заброс туда, ближе к воротам. Не получается, Бузинова наносит удар. Очень неплохой удар. И посмотрите, что происходит. Добивание и мимо ворот. Ну как же так? Как же так? На первой минуте уже был шанс у футбольного клуба Витебск выйти вперед. Вот это да, Елена Бузинова со своим ударом. И видим, что Полина Малаева-то не совсем справилась. Там перекладина была, но Полина молодец все равно. Неплохо ворота защищает. Уже сразу Витебск показывает, что собрался играть, возможно, первым номером, хотя это будет сделать очень непросто. Все-таки Минск фаворит этой встречи. Смыкович разворачивается неплохо, отдает на защитницу снова. Мы видим, что перепас у центральных защитников футбольного клуба Минск. Пытаются разогнать атаку девушки Андрея Юрьевича Пышника. И перехват. Мы видим, снова мяч у Минска оказывается. У Минска, конечно, хорошая атака, все мы прекрасно знаем. Анна Кашинская сейчас с мячом пытается обвести соперницу. Неплохо убирала мяч под себя. Против нее действовала Анастасия Игруш, 21 номер. И видим, что Анна Кашинская упустила мяч за боковую. Мяч переходит в Витебску. Так, и на газоне у нас оказывается Александр Якушевич, 10 номер футбольного клуба Витебск.
Я уже сказал, что Милана Суровцева капитан футбольного клуба Минск, капитан футбольного клуба Витебск Наталья Васильева, 9 номер у нее на футболке. Игруша принимает мяч и упускает его за боковую. Жарко, конечно, сегодня в Витебске. Вот буквально несколько минут назад завершился матч в Гомеле, где сборная Гомельской области принимала Зорку БДУ. 0-8 победила Зорка. Я думаю, вы смотрели этот матч. И там, конечно, было очень жарко девушкам. Сегодня также очень жарко. Нарушение правил со стороны футбольного клуба Минск. На газоне оказался игрок в синей форме. Вот сейчас, может, рассмотрим, кто это был. Ну, неважно. Сейчас мы с вами обязательно во всем разберемся. Видим, что Минск пытается идти вперед. И ошибка в передаче. Пас на Кашинскую. Ну, Аня всегда славилась хорошим пасом. И удар у этой девушки также хорош. И, конечно, то, что сейчас она завоевала право выступать в старте футбольного клуба Минск, это, конечно, абсолютно правильно, потому что такой игрок должен играть все 90 минут. Ну, как по-моему. Неплохо я знаю Аню Кашинскую как футболистку. И действительно хороший потенциал, хороший уровень футбола показывает всегда и забивает. Ведь несколько встреч подряд она отличалась. Сразу же скажу, что я работаю сегодня с Минска, с Дома футбола. И если вдруг где-то будет зависать картинка, надеемся, что такого не будет, то, конечно же, я буду видеть то же самое, что и вы. Минск идет вперед неплохо. Видим, что открывание есть. Вот как раз следует передача туда. Смотрим дальше. Мяч уже штрафной. Подача. Не попадает по мячу игрок футбольного клуба Минск. Могло быть очень опасно. Если бы удар состоялся, я думаю, вполне первый мяч могли бы мы уже сегодня увидеть. Очень интересно, что сейчас там у нас в Витебске. А у нас в Витебске аут. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Анна Кашинская выбрасывает мяч из аута. Неплохо действует Лизавета Пинчук. Хороший навес. И хороша на выходе Ольга Даурова. Российский вратарь футбольного клуба Минск. Футбольного клуба Витебск, конечно же, прошу прощения. Здесь может быть опасно. Хорошо действует Полина Малаева. Но здесь нужно быть осторожнее. Верхолайцева против нее. Одна вполне может выиграть в борьбе. Здесь уже Кашинская. И мяч уходит от Верхолайцевой. Слышно, что уже Вехтев сразу подсказывает своим девчонкам, как правильно действовать. Сыграно уже 5 минут, и самый опасный момент был у ворот Полины Малаевой. Как раз Витебск вполне мог уже вести на первой минуте. Мы видим, что сейчас Минск уже пытается больше атаковать. Удар! И не замыкает! Не замыкает этот прострел нападающий футбольного клуба Минск. Вот коллеги нам повтор показывают. Да, конечно, потрясающий момент был у горожанок, чтобы выйти вперед. По опасным моментам уже 1-1. 1-1, а на поле пока счет главный 0-0. Асаула. Передача. Видно, что болельщики пришли сегодня на футбол. Может, не самое удобное время для многих. 16:30 игра стартовала. Но главное, что болельщики есть. Возможно, еще подтянутся. И это здорово. Мяч у Витебска. Здорово там действует игрок футбольного клуба Минск. Мяч отбирает здесь уже Суровцева. И удар, или даже не Суровцева, точно не рассмотрел. Возможно, это была Елизавета Пинчук. Мяч у Ольги Дауровой. Сейчас она будет его выбивать. Возможно, отдаст передачу на ближнего партнера. Нет, все же будет выбивать. И ошибка. И снова мяч прилетает к Ольге Дауровой. Напомню, что сезон у футбольного клуба Витебск начинала Дарья Козлова как основной голкипер, но видим, что сейчас Сергей Александрович Вехтев стал больше доверять Ольге Дауровой. Бузинова. Есть борьба, и мяч будет у футбольного клуба Витебск.
Уже 8-я минута пошла. Счет по-прежнему 0-0, хотя вполне голы мы уже с вами могли увидеть. Два стопроцентных момента было. Один у Витебска, один у футбольного клуба Минск. Но пока 0-0, я думаю, до поры до времени обязательно голы мы с вами увидим. Мяч у Витебска. Спокойно девушки Вехтева владеют мячом. Пас на Ксению Карпову. Здесь Кашинская высоко прессингует. Мяч не получается отобрать. Знаете, даже это была Виктория Марчик, а не Кашинская. А Саула пас на вот Кашинскую как раз. Хорошо развернулась Наталья Смыкович. И уже Минск пытается выйти из обороны в атаку. Отлично. Сейчас получается пройти у Минска дальше. И может быть очень опасно. Удары 0-1 в пользу футбольного клуба Минск. На 9-й минуте горожанки открывают счет в этом матче. 0-1 Минск выходит вперед. Вот посмотрим повтор. Отличная передача. И вот видим выход 1-0 с голкипером и четкий хороший удар. Забил игрок под номером 44 Богдан Валерия. Валерия Богдан у нас отличается. Честно говоря, я сразу не рассмотрел. Я думаю, вам тоже мешает это яркое солнце. Но по позиции действительно это была Валерия. И видим, что Валерия Богдан автор первого забитого мяча в этом матче. Минск идет вперед. Хотят забить еще. Здесь Кашинская открыта. Вот как раз Анна получает мяч. И удар наносит. И очень опасный удар получился у Анны Кашинской. Благо, что обошлось. Я уже говорил, на каких строчках в турнирной таблице команды располагаются. А вот Анастасия Побегайла делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата вместе с Екатериной Дудко. Она из футбольного клуба Неман. У обеих по 17 забитых мячей на счету. Еще один форвард Минска, Милана Суровцева, отстает лишь на один забитый мяч. Занимает третью строчку среди снайперов чемпионата. Ну вот Побегайла сегодня осталась в запасе. Видим, что мяч сейчас будет у футбольного клуба Минск. Анна Сас. Так, вот у Реджины Бианк. И видим, что не получается. Перехват следует. Контратака Витебска, возможно, получится. Видим, мяч покидает пределы поля. Свисток от Елены Болотянниковой. Коноплянниковой, прошу прощения, конечно же, Коноплянникова. Просто есть еще и Болотянникова. Так, смотрим, Минск у нас идет вперед. Кашинская. Игруша до мяча не достает. Вот как раз сейчас Анастасия с ним встретилась. И аут в пользу футбольного клуба Минск. И опасно может быть. Хороша Ольга Даурова. И сейчас можно только сожалеть девчонкам из футбольного клуба Минск, что они не удвоили преимущество своей команды. Смотрим на повторе. Прекрасный момент был у футбольного клуба Минск. Милана Суровцева наносила удар, но хороша была Ольга Даурова. Анна Сас, пас на Богдан. Валерий наносит удар. Это даже подача. И удар наносила Виктория Марчик. Видим, что мяч пролетел выше ворот после удара Виктории. Но видим, что Минск как можно быстрее хочет забить второй мяч. У нас был свисток от Елены Коноплянниковой.
И от ворот футбольный клуб Витебск. Даурова мяч выбивает. Может что-то у Витебска сейчас получиться. Видим, что уже нет. Но будет мяч у Витебска. Возможно, сейчас в позиционной атаке получится что-то интересное. И Полина Малаева от ворот. Видим, что решили развести мяч. Много пока технического брака в этом матче, много неточных передач. Здесь было нарушение правил со стороны Александра Якушевича. Александра сама понимает, что не права. И вот хороший жест, респект Александре. Помогла подняться соперница. Суровцева. Против нее Карпова. И мяч покидает пределы поля. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Кашинская. Здорово обвела игрушу. Та оказалась на газоне. Достанет мяч игрок Витебска, да. Пинчук. Хороша в подкате Анастасия Игруша. Скажу, что Анастасия начинала сезон в команде АБФФ Умни-19, но видим, что перебралась в Витебск. И здесь на ведущих ролях. Анна Сас. Ошибка в передаче и перехватывает мяч Елена Бузинова. Мы видим, что снова мяч у Минска. И вот правым флангом пытается атака Минска пройти. Видим, было положение вне игры. У нас уже 15 минут сыграно, можно сказать. И 0-1 в пользу футбольного клуба Минск. И снова будет аут. Вехтев, конечно, очень активен. Всегда подсказывает своим девушкам, как правильно действовать. Но он всегда этим славился, когда работал и в футбольном клубе Витебском мужском, и в других клубах всегда был одним из самых эмоциональных тренеров. Контратака Витебска, Верхолайцева. Это может быть опасно. Отдает назад здесь Игруша и потеря мяча. Видим, что Анастасия извиняется перед другими игроками. Асмыкович. Здорово двигает мяч. Здесь открыта Суровцева, но Наталья отдает пас вперед. Суровцева. Перехват мяча. Здорово в оборону вернулась Елена Бузинова. И будет очередной аут. ФК Минск владеет, конечно же, мячом. Надо отдавать здесь на голкипера, я думаю. Но нет, видим, что Полину Малаеву не захотели ее партнерша по команде задействовать в игре. Даже, видим, здесь на голкипера мяч не отдают. Снова мяч у футбольного клуба Минск. Сделал я небольшую паузу, чтобы посмотреть, как атака будет разворачиваться. Вот здесь уже Кашинская.
Хорошая передача, но здесь никто на нее не откликнулся, и Ольга Даурова мяч в руки забирает. Даурова выбивает мяч. Мяч в центре. Минск идет вперед. Валерия Богдан. И здесь под удар. Удар состоялся, но не очень опасно было. Видим, что Ольга Даурова спокойно справилась с этим мячом. Заброс вперед. И здесь может быть опасно, но видим, что Верхолайцева все же до мяча не достала. Кашинская. Пас на Наталью Осмыкович. Центральный защитник. Мячом владеет. Пас вперед. Здесь Анна Сас. Хорошая передача. И здесь Даурова доработал. Но вот здесь будет удар. Опасный, хороший удар. И молодец Ольга Даурова. Пока очень неплохо действует голкипер футбольного клуба «Витебск». Вот здесь небольшая неразбериха у ворот Ольги Дауровой. Не разобрались футболистки Витебска. И, видимо, опасный удар. Кашинская не отдает мяч Екатерине Верхолайцевой. Красикова. Пас вперед. Суровцева. Осмыкович. Против нее и Груша. Осмыкович выигрывает эту борьбу. И удар наносит Наталья Осмыкович выше ворот. Достаточно опасно, но не так опасно, как могло бы быть. Якушевич. Даурова выбивает. Опасно низом. Ну и нервы у Ольги Дауровой. Честно говоря, я бы выбивал мяч подальше. Кашинская выбивает мяч. Бросает его из аута. Здесь Елизавета Пинчук. Против нее Ксения Карпова. Молодец Ксения Карпова, но был свисток от Елены Коноплянниковой. Опасный момент сейчас может быть у владения Ольги Дауровой. Хороший момент у Минска, чтобы забить второй мяч. Подача от Анны Сас. Надо мяч выбивать. Так и делает игрок Витебск. Это была Ксения Карпова. Мяч покидает пределы поля. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Что там у нас был свисток от Коноплянниковой. Видим, что негодует Сергей Александрович Вехтев. Здесь у нас пауза на водопой. Ну да, сегодня очень жарко, что в Минске, что в Витебске, что в Гомеле. Жарко по всей Беларуси. Ожидается самая большая жара, самый жаркий день воскресенья. Аномальная жара сейчас пришла в Беларусь. Ну и, конечно, нужно делать паузу для того, чтобы попить водички.
Пока есть пауза, скажу, что команды уже встречались в этом сезоне. Минск дома победил Витебск со счетом 16-0. Анастасия Побегайла и Милана Суровцева забили 4 мяча в той встрече. Покер оформили. Виктория Марчик оформила хет-трик. По голу на свой счет записали Наталья Смыкович, Анна Кашинская, Елизавета Пинчук, Карина Станкевич и Татьяна Черешовец. Да, конечно, 16-0 получать это всегда неприятно. Сегодня могу уже с уверенностью сказать, что с такого счета не будет. Витебск пока действует очень даже неплохо. И кто знает, если бы Елена Бузинова отличилась на первой минуте, возможно, Витебск бы сейчас и вел в счете. Конечно, сослагательное наклонение в футболе не приветствуется, как и во всем спорте. Но все могло быть иначе. Потеря мяча со стороны футбольного клуба Витебск. Красикова. Хорошо разворачивается Анна Сас. Смотрим, что будет дальше. Минск в атаке. Очень опасно. До удара дело дойдет или нет? Удары 2-0. Забивает футбольный клуб Минск и делает это Отур, Реджина и Бианк. 24-я минута. Фиксируем 2-0 в пользу футбольного клуба Минск. Конечно, сейчас будет тяжело футбольному клубу Витебск. Под номером 18 Ату Реджина. А Минск хорошо идет в высокий прессинг и едва мяч не перехватывает. Сейчас игрок футбольного клуба Минск. Здесь Кашинская молодец. Здорово поработала Аня. Мяч отобрала. Васильева. И выносит мяч Ксения Карпова. Ой, ошибка. И здесь выход 1-0. Удар. Удар от Яны Олещенко. И хороша была Полина Малаева. Здесь, конечно, нужно было забивать и делать счет 1-2. Ошиблась немножко Анна Красикова. Очень напомнила это ошибка Игоря Дивеева в матче Россия-Финляндия, но там он ее исправил. Здесь, видим, Анна Красикова не доработала этот момент, но Полина Малаева сыграла хорошо, и счет остался прежним. Ну и первый угловой у ворот Полины Малаевой. Подача. И очень, знаете, хороший момент был сейчас у футбольного клуба Витебск, чтобы забить. Но молодец Полина Малаева, еще один угловой. Подсказывают сейчас своим девушкам оба тренера. Подача на ближнюю штангу, и молодец Полина Малаева. И быстро просит мяч сейчас Марчик. Молодец Наталья Васильева. Быстрой контратаки не получится. Суровцева. Против нее Ксения Карпова, и мяч выбивает. Выбивает на угловой. 27-я минута матча. Витебск-Минск 0-2. Напомню, что на 9-й минуте Валерия Богдан открыла счет. И на 24-й минуте матча Оту Реджина и Бианк сделала счет 0-2. Решили разыграть этот стандарт. Футболистки Минска. Удар в ближний угол. Надо фиксировать мяч. Молодец Ольга Даурова. Все-таки мяч зафиксировала.
Мяч покидает пределы поля или все же нет? Все же да. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Кашинская ищет глазами своих товарищей по команде. Красикова. Заброс вперед. Ошибка. Свисток от Елены Коноплянниковой был нарушением правил. Мяч будет у футбольного клуба Витебск. А там Андрей Юрьевич Пышник. Слышу, что просит резервного арбитра, чтобы он объяснил какой-то эпизод. И груша. И ошибка. И ФК Минск уже пытается пойти в свою атаку. Кашинская. Никто ее не встречает. Пас на Викторию Марчик. Сас. Ой, красивая передача от Анны Сас. И прострел. Удар будет, но будет мимо ворот удар. Я уже говорил, что погода сегодня очень жаркая, но судя по интершуму, ветер есть, и хоть немножко девушкам проще. Но этот искусственный газон, конечно же, нельзя на нем играть вот именно в такую погоду. Ну а что сделать? Такие наши реалии. Хорошо, что вообще у нас футбол есть. Все-таки в такое непростое время с этими ковидными ограничениями и так далее могли вообще не играть. Будет первая желтая карточка у нас в матче. Получает ее игрок футбольного клуба Витебск. Сейчас, может, увижу, кто это был. У нас была Ксения Калоша, 18 номер. Марчик. Смыкович, хорошая передача. Здесь уже Анна Сас. Богдан. Хорошая передача в центр. Дойдет ли дело до удара? Опасно может быть. Голкипер потерял ворота. Но доработали защитницы. И сейчас голкипер, конечно, вернется в ворота. Кашинская. Пинчуку надо бить мимо ворот. А нет, все же гол. Здесь картинка немножко подвисла. Мне казалось, что мяч точно пойдет мимо ворот. А это гол. Елизавета Пинчук делает счет 3-0. На 30-й минуте 3-0. То есть каждый гол в 10 минут получается в среднем. Мяч в ворота футбольного клуба Витебск забил игрок под номером 99 Пинчук Елизавета. Третий раз уже разводят футболистки Витебска мяч с центра поля. Кашинская выигрывает борьбу Анастасии Груши. Марчик. И здесь Ксения Карпова должна помочь. Здесь увидим уже и голкипер выбежал из ворот. Будет очередной угловой. Небольшие проблемы есть у Ольги Дауровой, но все нормально. Ольга поднимается с футбольного поля и встречу продолжит. Вторая минута уже у нас стартует. 0-3 в пользу футбольного клуба Минск. Осмыкович. Аскашинская. Осмыкович. Потеря мяча. Здесь должна бежать Екатерина Верхолайцева. Так она и прессингует Анну Красикову, но здесь Полина Малаева мяч выбивает. Конечно, вы знаете, что была пауза в нашем чемпионате. На прошлой неделе играли сборные. Так, секунду, может быть опасно. И видим аплодисменты. Это, я так понимаю, Вехтев аплодирует. Будет очередной угловой. Посмотрим стандарты. Я расскажу, как сыграли наши сборные. И кто из этих девушек, которых мы сейчас смотрим, как играют в футбол, был в этих самых национальных сборных. Опасно!
И что, у нас очередной угловой. Снова розыгрыш. Смотрим за продолжением этой атаки. Хорошо действует Яна Лещенко, но мяч у футбольного клуба Минска. Смыкович. Передача очередная, Кашинская. Они забрасывают туда мяч, и это гол. Но там было нападение на голкипера, и мяч, конечно же, не будет засчитан. 0-3 счет у нас остается. Асмыкович. Пас на Кашинскую. Ибианг. Кашинская. Марчик. Виктория будет обыгрывать соперницу. Это Анастасия Груша. Передача. Реджина была в положении вне игры. Вот у Реджины Бианг. И мяч будет футбольного клуба Витебск. Так вот, многие игроки футбольного клуба Минск были вызваны и в сборную Беларуси до 19 лет на товарищеские встречи против сверстниц из Армении. 2 спарринга состоялось на улице Маяковского на стадионе футбольного клуба Минск. Дважды победили наши. Это очень приятно, конечно же. 3-0 и 7-1. Когда выиграли 3-0, дубль Наталья Смыкович оформила. Голевой пас Елизаветы Гибы также учтем, которая сегодня в запасе. Во втором матче победили 7-1. Все та же Наталья Смыкович там блистала и оформила хет-трик. Полина Малаева, Анна Красикова, Валерия Богдан, Анна Сас, Анастасия Побегайло и Милана Суровцева были вызваны в национальную сборную Беларуси на товарищеские матчи против Ирана и Узбекистана. Иран наши девушки победили 6-0, Побегайло на 83-й минуте реализовала пенальти. Сегодня Анастасия у нас в запасе, но я думаю, она выйдет во втором тайме. Но с Узбекистаном сыграли 1-1. Игроки Витебска не вызывались в национальную сборную и в сборную до 19 лет, но я думаю, до поры до времени здесь есть на кого посмотреть, поэтому я думаю, что и Юрий Иванович Малеев, и Владимир Петрович Шиндиков обязательно обратят свое внимание на девушек из футбольного клуба Витебск. Они действительно этого заслуживают. А у нас будет угловой. Шанс для футбольного клуба Витебск, 1 мяч отыграть. 36-я минута у нас уже стартовала. 0-3 Минск ведет. Подача. Здесь опасно. Показывают, что мяч попал в руку игроки Витебска. Но видим, что и встреча продолжается. Системы ВАР, конечно же, у нас нет. Верхолайцева. Подача. Малаева хороша на выходе. Выбрасывает мяч Полина Малаева. Карпова. Реджина Бианг здорово мяч перехватывает, идет вперед. Настоящая нигерийская машина. Вот у Реджины Бианг и, возможно, забьет сейчас мяч. Но удар не получился у Реджины. Молодец Ольга Даурова. Здесь, видимо, и Марчик была открыта. И там еще игрок находился по правую сторону руки открыт. Но, видимо, Реджина решила бить. Кашинская. Знаете, по первому тайму я бы очень выделил Анну Кашинскую. Здорово смотрится Аня, молодец. Продолжая в том же духе. Очень хорошо действует по левому флангу. Витебск пытается начать свою атаку. Свисток от Елены Коноплянниковой. И мяч будет у футбольного клуба Минск. Опасно может быть, и мяч покидает пределы поля.
Здесь главное не ошибаться игрокам Витебска, но все вроде спокойно. Выходит из обороны команда Сергея Вехтева. Хорошая передача. Здесь уже Наталья Васильева. Карпова. Хорошо убирала Викторию Марчик, но и Виктория немножко заехала Ксении по ногам. Ну, сразу же идет извиняться. Вот за это действительно респект всем девушкам, всем парням, которые извиняются за свои нарушения правил на футбольном поле. Все-таки помощь нужна, да? Видим, что девушки из футбольного клуба Витебск правильно этой паузой пользуются, попьют водички, обсудят некоторые игровые моменты и продолжат играть, я думаю, с удвоенной энергией. Хотя уже 39-я минута матча, возможно, уже мысли о раздевалке, скорее бы передохнуть немножко. Карпова пока прихрамывает, но я думаю, расходится Ксения и будет играть. Ксения у нас боец, я действительно говорю, что думаю. Видим, что сняла бутсу. Сергей Вехтев, если я правильно расслышал подсказку, отправляет Валерию Петрову разминаться. Раз уж упомянул Петрову, давайте назову запас. Витебска и Минска. В запасе у футбольного клуба Витебск голкипер Дарья Козлова, номер 16. Второй Елена Скрипкова, 6-я Дарья Широчкина, 11-я Валерия Петрова, 13-я Александра Шараева, 14-я Виктория Логинова и 15-я Евгения Кучмарева. Запас футбольного клуба Минск. Первый номер Мария Толстая, 22-я Инна Ботяновская, прошу прощения. Они оба голкиперы. На газоне у нас оказывается игрок Витебска. Там и Реджина также извиняется. Вот посмотрим повтор. Екатерине Верхолайцевой у нас досталось. Нет, не Верхолайцевой, Бузиновой. Ну и еще в запасе у футбольного клуба Минск третий номер Елизавета Гиба. Пятый номер Татьяна Черешовец, 21-й Карина Станкевич, 23-й Анастасия Побегайла. Вот эти имена могут усилить футбольный клуб Минск, я думаю, во втором тайме. Думаю, до перерыва замен не мутит, а у нас опасный штрафной у ворот Полины Малаевой. Васильева и Верхолайцева у мяча. Верхолайцева дала пас, Васильева загружает штрафную очень сильно. Мяч перелетает всех игроков. Будет удар от ворот. Полина Малаева, судя по всему, будет мяч выбивать. Говорю, судя по всему, потому что некоторые голкиперы, особенно в женском футболе, мяч не выбивают, а оставляют это право за защитницами. Ну, нет, здесь Полина Малаева. Кашинская. Груша здесь должна прессинговать. Здесь и Вехтев требует, чтобы она больше шла на своего противника. Минц по правому флангу атакует. Опасно может быть вот именно сейчас. Могло быть, но все же не опасно. У нас замена. Валерия Петрова как раз, видим, меняет на Ксению Карпову. К сожалению, Ксения не смогла продолжить эту встречу. Ксении в игру вступил игрок под номером 11 Петрова Валерия. Абсолютно правильно я расслышал подсказку Сергея Александровича Вехтева. Он говорил, что шла разминаться Валерия Петрова, и очень быстро она это сделала. Видим, что Валерия уже на поле. Будем надеяться, что с Ксенией Карповой все будет хорошо, и в следующей встрече она обязательно на поле выйдет. Марчик. Мяч покидает пределы поля от футбольного клуба Витебск, по-моему. Нет, от футбольного клуба Минск. Неправильно я немножко рассмотрел.
Вот такая ошибка. Смукович молодец, перехватывает мяч. Тяжело против Якушевич бороться. И Бианг здорово обыгрывает одну, вторую. Мяч перехвачен. Здесь Наталья Васильева постаралась. Кашинская мяч подхватывает. Приходится сыграть назад. Верхолайцева молодец. Екатерина идет вперед. И здесь явное нарушение со стороны Анны Кашинской. Желтая карточка получает 4-й номер футбольного клуба Минск. Анна Кашинская. Верхолайцева молодец, опытный игрок. Так немножко аккуратненько подтолкнула она Анну Красикову. Забрала мяч, пошла вперед. И пришлось Анне Кашинской свалить. Медицинская помощь нужна Екатерине Верхолайцевой. Но будем надеяться, что Верхолайцева встречу продолжит. Да, сейчас расходится, все будет хорошо. Александра Якушевич у мяча. Слово, Александра Якушевич в прошлом сезоне у нас была арбитром. Обслуживала встречи женского чемпионата, но видим, что решила сама еще поиграть в футбол. У нее это, конечно, здорово получается. Судейство еще успеется. А вот поиграть в футбол, пока есть силы и желание, это, конечно же, нужно. Уверен, что в будущем с Александрой Якушевич будет отличный арбитр, возможно, международного класса. Ну и тренер также уверен, с Александрой выйдет замечательно. Минск пытается идти вперед. Здесь два игрока Витебска мешали пройти дальше. Бехтев требует, чтобы Ксения Калошева мяч отобрала. Не получается. Опасно может быть. Мяч уходит за пределы поля. Давненько уже у нас не было голов. 15 минут. Пока 0-3 в пользу футбольного клуба Минск. Хороший навес. Дотягивается до мяча игрок Витебск. Даурова мяч выбивает. И все же отбивается футбольный клуб Витебск. Думал я, что мяч все же попадет в ворота. Этого не случилось. Здесь Даурова постаралась, конечно, от всей души. Очередное угловое владение Ольги Дауровой. Подача. Низом даже прострел и перехват. Валерия Петрова молодец. 1 минуту Елена Коноплянникова добавляет к основному времени первого тайма. На газоне у нас оказался игрок футбольного клуба Минск. Дальний фланг, к сожалению, не вижу, кто это. Но Андрей Юрьевич Пышник требовал желтую карточку. Пока желтой нету. И не будет уже в этом эпизоде, это понятно. Но есть опасный штрафной. Это Суровцева была на газоне. Вот сейчас как раз Милана с мячом. Офсайд, конечно же. Лайнсмен поднимает свой флажок. Было положение вне игры. Ксения Калоша бежит к мячу, чтобы возобновить эту встречу. Я думаю, она возобновит и сразу же прозвучит свисток на перерыв. Даурова. Якушевич. И звучит свисток на перерыв от Елены Коноплянниковой. 0-3 в пользу футбольного клуба Минск. На 9-й минуте Валерия Богдан открыла счет. На 24-й минуте Отто Реджина и Бианг сделала счет 0-2. И на 30-й минуте Елизавета Пинчук сделала счет 0-3. 3-0, друзья, в пользу футбольного клуба Минск. Никуда не уходите. Через минут 15 вернемся в северную столицу Беларуси и продолжим смотреть футбол. Ну а пока немножко отдохнем. Вы гранату положили под майку.
sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now that vision, and everybody's singing. And now the bells are ringing. And everybody's singing. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's inside an empty room. My inspiration flows now way to hear the tune. Around my head it goes this magic melody. You wanna sing with me, just la 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 la. The music is the key and now the night is gone. Still it goes on and on, so deep inside of me. I long to set you free, I don't know what to do. Just when I speak to you, I don't know what to say. Oh, not another word. And everybody's singing. And now the bells are ringing. And everybody's singing. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing la 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 la. And now the bells are ringing. The kisses of the sun. Часа на пол, минут на 40. Приезжаем же, пока стоишь тут на станции. Ну что ж, возвращаемся мы в замечательный город Витебск, где вот-вот уже начнется второй тайм матча женской высшей лиги Витебск-Минск. После первого тайма счет 0-3 в пользу горожанок. На 9-й минуте Валерия Богдан открыла счет. Потом Реджина Ибианг на 24-й минуте сделала счет 0-2. И Елизавета Пинчук сделала счет 0-3 на 30-й минуте. Замен, судя по всему, нет. Так что можно спокойно вам напомнить стартовые составы команд. Гости, футбольный клуб Минск. Голкипер, 12 номер Полина Малаева, полевые игроки. 2 номер Ульяна Саула, 4 номер Анна Кашинская, 7 Анна Сас, 14 Виктория Марчик, 16 Милана Суровцева, капитан команды. 17 Наталья Смыкович, 18 Отура Джина Бианг, 33 Анна Красикова. 44-й Валерия Богдан, 99-й Елизавета Пинчук, главный тренер команды Андрей Юрьевич Пышник. Ну и 11 игроков футбольного клуба Витебск. 1 номер Ольга Даурова, голкипер. Полевые 4 номер Яна Олещенко, 7 Ксения Карпова. Она уже поле покинула, вместо нее вышла Валерия Петрова, 11 номер. 9 номер Наталья Васильева, капитан команды. 10 Александра Якушевич, 17 Елена Бузинова, 18 Ксения Калоша, 19 Елизавета Ткачан, 21 Анастасия Игруша, 22 Анастасия Сидорчук и 77 номер Екатерина Верхолайцева, главный тренер Сергей Александрович Вехтев. Поменялись, естественно, девушки воротами. И здесь Ольга Даурова спокойно действует. Мяч у футбольного клуба Минск.
Посмотрим, чем завершится эта атака. Эта атака завершается тем, что Ольга Даурова спокойно мяч в руки забирает. Готовы, готовы искать. Лена, под нее. Если выходим, значит выходим. Если выходим, дальше. Ехтев очень активен. Прекрасно я слышу по интершуму, как он подсказывает своим девушкам. Андрей Юрьевич Пышник ведет себя немножко поспокойнее. Да ладно, блин. 47-я минута у нас уже пошла. Минск идет вперед. Колоса, блин. Кашинская. Спину ставь. Перехват. Здесь Александр Якушевич. Марчик идет в прессинг, мяч отбирает. И попыталась Виктория нанести удар. Не совсем это получилось. И будет удар от ворот. Пожалуйста, о чем я говорил в первом тайме, что в женском футболе очень часто голкиперы позволяют защитницам мяч выбивать. Видим, что Ольга Даурова то же самое доверила сделать Александре Якушевич, но Александра решила отпасовать на ближнего, отдала передачу. Наташа, иди сюда. Витебск пытается выйти из сборной в атаку. Да. И где у нас мяч? Мяч у футбольного клуба Минск. Анна Кашинская мячом владеет. Давай, давай. Лерочка, не бросайся. Пас Марчик. Виктория запуталась сама с мячом, отдала мяч соперницам. Елена Бузинова. Дальше, Яна. Прекрасно сюда. Был небольшой фол со стороны Виктории Марчик. Где твоя чудовищная работа? Пять раз показывай. Качнула туда и не туда. Мяч у футбольного клуба Витебск. Александра Якушевич у мяча. Яна, вот сюда спину поставь, нет. Хороший вынос мяча, но не точный. И это, конечно же, самое главное. Минск стремится в атаку. Может быть опасно, надо обыгрывать соперницу. Здорово обыгрывает соперницу игрок Минска. Наносит удар, и хороша Ольга Даурова. Ударная сила Милана Суровцева, капитан команды. Здорово она сумела раскачать игрока футбольного клуба Витебск. Ушла от нее, пробила, и благо Ольга Даурова мяч спасла. Там же Елизавета Пинчук набегала, чтобы добить мяч в ворота, однако этого не случилось. Не сплоховала Ольга Даурова. Пока к российскому голкиперу футбольного клуба Витебск не может быть никаких вопросов. Где вот здесь не хватает зацепиться, когда... Асмыкович. Ладно, Лера. Передача Виктория Марчик. И будет бить. Виктория, наверное, простреливает. То ли прострел, то ли удар со стороны Виктории Марчик. И мяч в руки забирает Ольга Даурова. Надо тебе. Быстрее. Немножко не успевают игроки футбольного клуба Витебск за своими конкурентами, своими противниками. Это, конечно же, не очень здорово. Лера, ну отскочить надо. Лерочка, попроси. И 10-я минута матча у нас уже идет. Я что сказал, не бойся, ты играй. Где у нас мяч? Нарушение правил со стороны игроков футбольного клуба Минск. Яна, вот зона. Зона, не дали, все, не дали. Давай в другую зону. Вот сюда, кати, бля. Слышны подсказки Сергея Александровича Вехтева. Как обычно, он очень активен. Отбирает мяч Валерия Петрова. Отдает ее на Наталью Васильеву. Наталья здорово разворачивается. Все же потеря мяча случилась. Очередной у нас будет аут. Вот сюда, на шиворот. На шиворот. Давай, давай, Дем, выиграть борьбу, давай! И вот. И Настя. Настя, вот, Настя. Настя. Правая ручка!
У нас уже 51-я минута подходит к своему завершению. Счет по-прежнему 0-3 в пользу футбольного клуба Минск. Неплохой стандарт заработали футболистки Витебска. Наталья Васильева у мяча, капитан команды. Хороший заброс в штрафную. Опасно может быть. Спокойно Полина Малаева действует и быстро пытается начать свою контратаку. С такой позиции, конечно, не стоит наносить удар поворотом. Здесь еще Верхолайцева мяч перехватила, и контратака Витебска может пойти. Минск атакует. Минск хочет забить и 4-й мяч как можно быстрее. Здорово проходит нападающий защитника. Удар. И здорово действует Ольга Даурова. Прямо к ней мяч прилетел. Спокойно она его забрала. Напомню вам расписание этого тура и результаты, которые уже были. Сборная Гомельской области дома 0-8 уступила Зорке БДУ. Сейчас по расписанию наш матч идет 0-3, пока Минск ведет. В 18:00 Динамо Брест и Неман сыграют. В 18:30 Динамо БГУФК против Могилевского Днепра. Завтра в 15:00 встреча Бобруйчанка БФФ Women U19. В следующем туре Витебск дома примет Бобруйчанку. Очень интересная встреча нас ждет. Я думаю, битва за 6 очков. А Минск дома примет сборную Гомельской области. Также футбольному клубу Минск предстоит 23 мая сыграть в полуфинале Кубка Беларуси против футбольного клуба Неман. Вторая пара Динамо БГУФК, Зорка БДУ. Очень интересно у нас розыгрыш Кубка в этом году. И чемпионат, как обычно, также очень интересен. Туда, Лея, быстрее! Калоша, быстрее перестраивайся! Кашинская. Эй, Калош! Пас на Викторию Марчик. И Виктория забралась в положение вне игры. Футбольный клуб Минск, конечно же, все устраивает. 0-3 выигрывают в гостях. Это, конечно, не может не радовать и Андрея Пышника, и его подопечных. Ну а Витебск, конечно же, я думаю, не на такой результат настраивался. Кашинская будет вбрасывать мяч из аута. Неплохо. Здесь Елизавета Пинчук. Прострел, и Даурова мяч забирает. Пока у Витебска немного что получается. Я думал, во втором тайме Витебск будет немножко агрессивнее действовать. Вроде пытаются, но, конечно же, очень серьезное сопротивление сегодня. Пока Минск, напомню, что второе место в турнирной таблице занимает. Здесь нападение на голкипера. Не права была Елизавета Пинчук, по-моему, она получает желтую карточку. Нет, это была Виктория Марчик, 14 номер. Ну, все нормально с Ольгой Дауровой. Главное, что голкипер не получил повреждения. Игровой момент, за что желтый? Что там, здесь, блядь? Наверное, ты следующий с Могилевым играешь. Хороший вынос мяча вперед. Красикова. Передача на Анну Кашинскую. Прими! О, да! Хороший перехват. Виктория Марчик. Прострел. Даурова до мяча добирается, но все же будет угловой. Снова проблемы у Ольги Дауровой. Напомню, что у Витебска запасной голкипер Дарья Козлова, номер 16. Нужна медицинская помощь Ольге. Помним, что получила травму в первом тайме Ксения Карпова. Была уже оказана первая медпомощь Екатерине Верхолайцевой. Сейчас Ольге Дауровой она нужна. Пока есть пауза, напомню вам запасных игроков. Я думаю, что совсем скоро мы увидим их на газоне этого стадиона.
Я уже сказал, запасной голкипер Дарья Козлова футбольного клуба «Витебск», полевые игроки, второй номер Елена Скребкова, шестой номер Дарья Широчкина, 13-я Александра Шараева, 14-я Виктория Логинова, 15-я Евгения Кучмарева. Футбольный клуб «Минск» и их запас, первый номер Мария Толстая, голкипер, 22-й номер Ирина Потяновская, также голкипер, и полевые, третий номер Елизавета Гиба, пятый Татьяна Шерешовец, 21-й Карина Станкевич, 23-я Анастасия Побегайла. Решили, Лера! Ну, с Дауровой вроде бы все неплохо, она продолжает встречу. Лера, поджимай! Лера! Витебск идет вперед, неплохо здесь действует Верхолайцева, Бузинова. Передача на Петрову просилась, она была ожидаемой, и перехват случился. Здесь Васильева здорово сыграла на перехвате. Может быть опасно, но Малаева мяч забирает. Молодец Полина. Хотя все здорово сделала Наталья Васильева. Но не добралась до мяча Яна Олещенко, 4-й номер. Минск атакует. Хороший удар, но немножко выше цели. Хотя позиция была прекрасная для удара, и удар у нас состоялся. Анна Сасу наносила этот удар. Игрок национальной сборной Беларуси, на секундочку, которые, я уже говорил, как сыграли в товарищеских матчах, просто прекрасно. Разве что ничья с Узбекистаном, может, немножко кого-то разочаровала, хотя Узбекистан очень серьезная команда, и 1-1 неплохой результат. Мяч попал в руку, по-моему, тоже, но встреча продолжается. Аут в пользу футбольного клуба «Минск». Ну и Анна Кашинская, как обычно, возобновит эту встречу. Пинчук. Надо навешивать. Елизавета решила прострелить. Перехват у нас случился. Узинова. Встречает ее Реджина. Очередной свисток от Елены Коноплянниковой. На газоне у нас оказался игрок Витебска. У нас еще и замен. Елизавета Пинчук поле Замена в покидает, и составе на поле футбольного появляется клуба Карина «Минск». Вместо Станкевич. игрока под номером 99 Пинчук Елизаветы в игру вступил игрок под номером 21 Станкевич Карина. Неплохой матч провела Елизавета Пинчук. Может быть, не все получилось. Как нападающий, конечно же, Елизавета хотела забить. А Елизавета у нас и отличилась на 30-й минуте, я напомню. То есть свое дело сделала на 5 с плюсом. Посмотрим, как войдет в эту игру Карина Станкевич. Хорошо, Минск идет вперед. Посмотрим, как будет атака дальше развиваться. Удар. И молодец Ольга Даурова. Переводит мяч на угловой, хотя вполне мяч мог оказаться в сетке. Отличный удар получился у игрока футбольного клуба «Минск», но Ольга Даурова спасла свою команду. Отправляется Анна Сас подавать угловой. Подача на ближнюю. Даурова мяч в руки забирает. Не сразу же, но ее никто не прессинговал, поэтому могла себе позволить позже немножко мяч зафиксировать. Выбивает мяч Ольга Даурова. Хорошо по флангу идет Анна Сас. Немножко поменялись позициями сейчас. Под прострел. Гол! 4-0 счет становится. Минск забивает очередной мяч. Отличная передача от Анны Сас и хорошее замыкание. Вот посмотрим на повторе. Отличная атака у Минска получилась.
Отличная передача от Виктории Марчик на Анну Сас. И Анна Сас сделала все прекрасно. Прострелила в центр. И там игрок замкнул этот прострел и сделал еще 4-0. Мяч в ворота футбольного клуба «Витебск» забил игрок под номером 17 Осмыкович Наталья. Я думаю, вы сами все слышали, что автор мяча Наталья Осмыкович. 4-0, это, конечно же, очень серьезно. Витебску уже, наверное, невозможно будет отыграться. Хотя еще очень много играть. В футболе все возможно. Надо просто верить в себя, верить в свои силы, и все будет неплохо. Калоша, спина! Видим, что Минск снова идет вперед. Не хотят девчонки Андрея Пышника останавливаться. Быстрее перестраивай! Кашинская будет обыгрывать Валерию Петрову. Но это не так просто сделать, и потеря мяча. Бузинова. Бузинова здорово выходит из-под прессинга. Даурова первая на мяче. Никакого опасного эпизода сейчас не будет. У нас уже 63-я минута, готова начинать свой отсчет. 0-4 в пользу футбольного клуба Минск. Покажи мне, блядь, ну что сядешь? Что ты туда пошла? Вверх поднимайся, там Калоша играет! Хорошо по левому флангу Минск начинает атаку. Лера, уже! И здесь можно бить, но все же до удара дело не дошло. Мяч у Ольги Дауровой. Наталья Смыкович подбегает к ней, и только тогда Ольга мяч в руки забирает. И вышли! Хорошо действует Реджина. Готовится замена у футбольного клуба Витебск. Ну, немножко позже об этом, потому что Минск идет вперед. Виктория Марчик. Здесь абсолютно одна Анна Кашинская. Она получает мяч. Марчик. Бузинова пытается мяч перехватить. Красикова. Марчик. Хороший заброс в штрафную. И удар все же не получился. Точнее, удар получился, но могло быть намного опаснее. Ольга Даурова мяч забирает. Васильева догоняет мяч. Пока есть такая, не то что пауза, но Витебску явно далеко до своей атаки. Можно пару слов сказать о главном тренере футбольного клуба Минск. Андрей Пышник, в прошлом известный футболист, полузащитник, чемпион Беларуси 96 года в составе МПКЦ. Опасный момент может быть. Нет, все же ничего опасного. Будет удар от ворот. И готовится замена. На поле появляется Елена Скребкова, и меняет она Яну Олещенко. Замена, естественно, в футбольном клубе Витебск. Я думаю, вы все спокойно здесь поняли в этом эпизоде. Вступил игрок под номером 2 Скрипкова Елена. Ну так вот, чемпион Беларуси Андрей Пышник в составе Мозырского МПКЦ. Тогда у Анатолия Ивановича Юрьевича в Мозыре была прекрасная банда. Сергей Яромко, Александр Сиднев, Андрей Скоробогатько, Юрий Малеев, Владимир Гольмак, Александр Кульчий, Максим Ромащенко. И это лишь несколько игроков из тех, которые были в Мозыре. Опасный момент. Мяч попадает в стойку ворот. Естественно, гола здесь нет. И вот, это, конечно же, самое большое достижение Андрея Юрьевича Пышника. Также он вообще из спортивной семьи. Его отец Юрий Антонович известный белорусский тренер, а мать Регина Игнатьевна вообще очень известная баскетболистка, судья международного класса. Очень много достижений у нее, всех перечислять не буду. И сын Андрея Пышника
также сейчас тренирует, помогает своему отцу в женском футболе, в женском футбольном клубе Минск. Конечно же, это очень здорово, что вся семья связана с футболом, связана со спортом. Мяч у Анны Кашинской тем временем. Пришлось Анне сыграть назад. На Карину Станкевич. Здесь уже Марчик. И мяч накрывает Ольга Даурова. Болельщики футбольного клуба «Витебск», конечно же, не обижайтесь. Я в ближайшей паузе также немножко расскажу и о главном тренере вашей команде Сергее Вехтеве. Тем более, что есть что рассказать. Это, конечно же, очень здорово. Лера, ты понимаешь это? Лера, иди сюда. Сергей Вехтев немножко подсказывает сейчас Валерии Петровой. Он ее подозвал и объясняет ей, как она должна действовать в том или ином эпизоде. Ну и пауза на водопой у нас очередная. Так вот, как раз займу эту паузу рассказом о Сергее Вехтеве. Начинал свою карьеру в составе Витебского футбольного клуба «Ким». Я думаю, болельщики со стажем прекрасно помнят такую команду, которая была в 90-х годах. Сумев хорошо себя проявить, в 95-м перешел в Дортмундскую Боруссию. Только представьте, только вдумайтесь в это, в Дортмундскую Боруссию. Мы только сейчас пока, к сожалению, можем мечтать, что какой-либо белорусский игрок уедет не просто в Боруссию, а даже за границу, так серьезно, в чемпионат Германии. Не сумел, к сожалению, там закрепиться. Далее в его карьере была Россия, даже Китай. В 2000 году вернулся в Беларусь, где играл до завершения карьеры. За такие клубы, как Белшина, Нафтан, Славия, конечно же, Витебский Локомотив. Также выступал за сборную Беларуси. 4 матча он провел. Дебют был в 93 году, товарищеский матч против сборной Перу. С 2007 года стал работать в футбольном клубе Витебск мужском, в основной команде. Вместе с Вехтевым клуб занял 3-е место в первой лиге в сезоне 2015 года. И также Вехтев остался в клубе, команда выступала в высшей лиге. И очень даже неплохо шла она в 2015 году, до середины чемпионата, занимала место в середине таблицы. Однако потом случилась 8-матчевая серия без побед, а соперники как раз здорово очки набирали. И если быть абсолютно точным, 7 июля 2015 года после домашнего поражения от Минска 0-4 Вехтев подал в отставку, и отставка была принята. Позже трудился ассистентом главного тренера в дубле Витебска и работал в футбольном клубе Орша. Сейчас он работает в женском футбольном клубе Витебск, и получается у него достаточно неплохо. Он пытается выжать максимум из этих игроков, которые у него есть. 69-я минута у нас уже идет. Минск по-прежнему выигрывает 0-4. Минск пытается очередную атаку разогнать. Калош, отдай Саше ее! Калоша, спина! Может обыграть игрок Минска 1 в 1. И мяч все же выбит. Молодцы защитницы Витебска. Здесь разобрались в этой ситуации. Игрок твой! Замена у футбольного клуба Минск. Елизавета Гейба появится на футбольном поле. Она поменяет у нас... Замена в составе футбольного А вот клуба сейчас мы и «Минск». послушаем. Как раз Вместо диктор игрока под озвучивает номером замену. 17 Осмыкович Наталья. Вместо в Натальи игру вступил Осмыкович. Игрок под номером 3 Гиба Елизавета. Одна замена уже произведена. Также видно, что Татьяна Черешовец сейчас появится на поле, как и Мария Толстая. Видим, что Андрей Пышник дает поучаствовать и запасному голкиперу в этой встрече. А что, счет Замена в позволяет, составе все футбольного хорошо, клуба поэтому «Минск». можно Вместо дать игрока под шанс номером проявить 13 себя Малаевой Марии Полины Толстой. в игру вступил игрок под номером 1 Толстая Мария. И кого же заменит Татьяна Черешовец? Сейчас резервный арбитр. Это у нас Михаил Гляков сегодня на своей табличке настраивает правильный номер. Меняет на Анну Кашинскую. Очень хороший матч Замена в провела составе Аня. футбольного клуба «Минск». Вместо игрока под номером 4 Кашинская Анна в игру вступил игрок под номером 5 Шерешовец Татьяна. 71-я минута у нас пошла, 0-4 Минск ведет. Все идет очень хорошо у команды Андрея Пышника. Можно забивать пятый.
И молодец Ольга Даурова. Если бы не голкипер, счет бы сейчас стал уже 0-5. Не сваливайся ты никуда. Неплохой матч проводит Ольга Даурова. Петрова шла вперед, мяч у нее отобрали. Не бросайся. Марчик. Хорошая передача от Виктории. Давливай, да. Еще. Отлично действует Милана Суровцева. От двоих соперниц она ушла, мяч им не отдала, отпасовала на Викторию Марчик. Та постаралась навесить и попала в игрока футбольного клуба «Витебск». Мяч покинул пределы поля. Аут в пользу футбольного клуба «Минск». Ульяна Асаула у мяча. На газоне здесь у нас оказались два игрока по разные стороны баррикад. Один от Витебска, один от футбольного клуба «Минск». Благо, что столкновение несерьезное, и обе девушки встречу продолжат. Что у нас здесь такое? Разве можно играть так у своих ворот? Ну, главное, что все обошлось для футбольного клуба «Витебск». Реджина здорово играет головой. Красикова отдает назад на голкипера. Напомню, что уже Мария Толстая защищает ворота футбольного клуба «Минск». Малаева уже отдыхает. Красикова. Пас на Асаулу. И перехват от Валерии Петровой. Мяч покидает пределы поля. Якушевич, ее там прессингует соперница. Петрова. Перехват у нас в центре поля. От Реджины Бианг, нигерийский полузащитник футбольного клуба «Минск». Здорово прошла этот эпизод. Поняла, как надо располагаться, чтобы отобрать мяч. Асаула. Саша, поднимайся. Два. Лера, Ленин. Отличный перехват. Это, по-моему, Наталья Васильева. Здесь абсолютно одна в атаке Верхолайцева. На нее следует передача Верхолайцева. Но Екатерина забралась в офсайд. Было положение вне игры, и опасной атаки уже не будет. Марчик. Петрова здорово мяч перехватывает. Бузинова. Васильева. Петрова. Петрова оказывается на газоне. Было нарушение правил со стороны Ульяны Асаулы. Аут в пользу футбольного клуба «Витебск». Даже это будет не аут, это будет стандартное положение. Это будет штрафной. Петрова у мяча. Петрова ошибается в передаче Валерия. Перехват. Нарушение правил со стороны Валерии Богдан. И мяч будет у футбольного клуба «Витебска». Будет опасный штрафной. И очередной раз нужна помощь медиков игрокам Витебска. Не самый приятный матч для Витебска. Это касается не счета, а то, что игроки получают повреждения. Валерия Богдан, кстати, у нас нарушила правила и отличилась в этой сегодняшней встрече. На 9-й минуте она открыла счет. Совсем недавно у Валерии было день рождения, 12 июня, ей исполнилось 21 год. Поздравляем Валерию, хотя, может, немножко поздновато. Честно признаюсь, большой поклонник таланта Валерии Богдан. И она абсолютно оправдывает доверие Андрея Пышника, Юрия Малеева. Вызывалась на национальную сборную. Знаю, по моей информации, Юрий Малеев хотел видеть Валерию Богдан в «Динамо БГУФК» в этом сезоне, но видим, что Валерия Богдан в футбольном клубе «Минск» сейчас играет.
И это абсолютно правильно. Здесь конкуренция немножко поменьше, и Валерия будет получать достаточно игрового времени, а потом уже можно задуматься и о переходе в более серьезный клуб, возможно, даже за границу. Все для Валерии Богдан для этого есть. У нее огромный потенциал, поэтому будем надеяться, что Валерия Богдан полностью оправдает наши ожидания, в том числе и мои. Я очень верю в эту футболистку. У нас будет замена у футбольного клуба «Витебск». Вместо Екатерины Верхолайцевой на поле появляется Александра Шараева. Вместо игрока под номером 77 Верхолайцева Екатерины в игру вступил игрок Не под смогла номером Екатерина 13 Верхолайцева Шараева продолжить эту Александра. встречу. Вынуждена замена. Вынуждена уже вторая замена у футбольного клуба «Витебск». Это, конечно, очень неприятно. Напомню, что Ксения Карпова не смогла продолжить встречу. Опасный момент. Сейчас может быть опасный момент уже на другие ворота. Спокойно. Шире. Стоп. Главное не ошибаться. Александр Якушевич. Стоп. Лера. Лера. Не самый простой матч для главного судьи Елены Коноплянниковой. Много фолов. Есть, к сожалению, и травмы. Были и желтые карточки. Напомню, что главный судья матча Елена Коноплянникова, помощники судьи Егор Бондарь и Ксения Горовцова, резервный арбитр Михаил Гляков и судейский инспектор Вячеслав Калачинский. Сюда, ко мне. Саша, ты вот здесь. Полностью бригаду арбитров я вам представил. Асаула. Калоша, забирай, Саша, спина. Прикрой, кофту не установилась. Хорошо действует Шараева. Асаула. Кэся, сюда иди, Кэся. Куда ты пошла? 78-я минута у нас уже идет. Минск ведет 0-4. Давненько не было голов. Асаула. Лера. Лера. Марчик. Против нее Петрова. Калоша, скажи, чтобы она тебя сбросила. Калоша, забирай, да. Будет у нас очередной аут. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Минск, конечно же, да и так оно и происходит. Играет в свое удовольствие. Счет позволяет. Все хорошо. 0-4 команда Андрея Юрьевича ведет. Слабый, ставь спину. Лера. Красиво. Витебск с мячом. Ошибка. И не подобрала мяч у нас Виктория Марчик. Лена, поднимай. Если футбольный клуб Минск победит, а это скорее всего уже так и будет, то команда наберет очередные 3 балла и догонит Динамо БГУФК. Но напомню, что в 18:30 Динамо БГУФК сыграет против Могилевского Днепра и снова может оторваться на 3 балла от футбольного клуба Минск. Поживем, увидим, как оно будет. Угловой. Анна Сас разыгрывает мяч со своей подругой по команде. Мяч покидает пределы поля. Очередной угловой. Анастасия Сидорчук мяч покинул пределы поля. Анна Сас у мяча. Снова розыгрыш. Марчик. Анна Сас. Отличная передача пяткой. Анна Сас, конечно, очень техничная футболистка. Ее финт-зиндан мы видим практически в каждом матче. Вот что-то наподобие этого было и сейчас. Ну, конечно, Анна Сас классная футболистка. Просто так национальную сборную не вызывают. Я уже говорил, что восхищаюсь Валерией Богдан, да и другими игроками тоже. Анна Сас одна из тех, кто мне также очень симпатичен. Отдай ближе, ближе, отдай. Петрова неплохо шла вперед. И сейчас снова первая доберется до мяча или все же нет? Нет, все же мяч покинул пределы поля. Аут в пользу футбольного клуба Минск. Асаула. Анна Сас. Да Калоша. Режь угол, режь угол. Режь, еще смелее.
Опасно. Хорошо убирает соперницу Виктория Марчик, но до удара дело не дошло. Помочь, да. Аут, 81 минута, 0-4 в пользу футбольного клуба Минск. Суровцева Да-да! мяч покинул пределы поля. Игрока води, Калоша! 4 замены произвел Андрей Юрьевич Пышник. 2 замены произвел Сергей Александрович Вехтев. Интересно, выпустит ли на поле Анастасию Побегайло Андрей Пышник? Все-таки очень юная девушка, 2004 года рождения, была вызвана в национальную сборную. И все-таки, наверное, дал отдохнуть юной футболистке Андрей Юрьевич Пышник. Так бы, я думаю, Анастасия Побегайло по-любому бы играла в основе футбольного клуба Минск. Именно сегодня у нас штрафной, Анна Сас у мяча. Снова розыгрыш. Удар от Реджины Бианк. Блокирует этот выстрел Александр Якушевич. Подача. Удар. И Ольга Даурова очень спокойно мяч в руки забирает. Не получился удар такой, как хотела, по-моему, Милана Суровцева это была. Не получился у нее удар, и спокойно Ольга Даурова действовала в воротах. Ее бежать! Саула отдает мяч назад. Лера, спина! Бианк. Лера, падай! Красикова. Анна также проводит очень хороший матч. Анна отдала на Анну Сас. Анна отдала мяч на Викторию Марчик. Мяч у Анни Сас. Удар! Молодец, Ольга Даурова. Хороший удар наносила Аня Сас. Марчик. Очередная замена у футбольного клуба Витебск. На поле Замена в появляется составе футбольного клуба Дарья «Витязь». Широчкина. Вместо игрока под номером 21 Игруша Анастасия. В игру Вместо Анастасии вступил Игруши. игрок под номером 6 Широчкина Дарья. Вместо Анастасии Игруши на поле появляется Дарья Широчкина. Игруша неплохой матч провела, цеплялась впереди, насколько это было возможно, но не все, конечно, у нее получилось. Ну и посмотрим, как справится Дарья Широчкина. Минут 10 с учетом добавленных у нее есть. Саша! Тем временем Неман выходит вперед в матче с Брестским Динамо. 0-1 Екатерина Дудко забила. А у нас 0-4 в пользу футбольного клуба Минск. Куда ты убегаешь, блядь? Саша! Вот сюда, блядь, ну здесь отбил. Васильева. Есть, Лера! Лера! Надо отдавать мяч назад, дабы не ошибиться. Все правильно сделала Ксения Калоша. Аня Красикова. Очень много Ан у футбольного клуба Минска. Виктория Марчик. Вика догоняет мяч. Пас. Аня Сас. Перехват. Я уже говорил, очень много Ан у футбольного клуба Минск. Анна Кашинская, Анна Сас, Анна Красикова. Возможно, есть кто-то еще, просто первый, кто на ум пришел, того и назвал. Не обижайтесь, пожалуйста, если кого-то я не упомянул. Я знаю всех футболисток и той, и одной, и Минска, и Витебска, и той, и одной команд. 85-я минута у нас идет. 0-4 в пользу Минска. Все чаще я смотрю на секундомер. Очень интересно, получится ли у Витебска провести такую отличную позиционную атаку, возможно, с ударом. Тяжело уже сейчас. Минск полностью владеет инициативой. И вспоминается удар Елены Бузиновой на первой минуте. Витебск мог забить 1-0 и далее, кто его знает, как бы встреча у нас пошла. Но как есть, есть у нас 0-4 в пользу футбольного клуба Минск.
Минск идет вперед, неплохо. Калоша, спина! Неплохо по левому флангу, далеко мяч пробрасывает игрок в белой форме. Все-таки угловой будет. Справляется, естественно, Аня Саас исполнять стандарт. Я абсолютно не удивлюсь, если они разыграют, но, судя по всему, сейчас будет именно подача. Да, навес, смотрим. Удар. Неплохой удар получается у футбольного клуба Минск, но все же мяч пролетел мимо ворот. И от ворот Ольга Даурова будет возобновлять эту встречу. Только что ты там стал? Подожди! Александр, я готова! То же самое, о чем я говорил в первом тайме, что и вратарь в женском футболе, особенно у нас в чемпионате Беларуси, часто позволяет выбивать мяч или разыгрывать от ворот защитницам. То же самое сейчас Ольга Даурова продемонстрировала уже не первый раз в этом матче. Бианг, Реджина, пас на Аню Красикову. Асаула. Виктория Марчик. Перехват. Молодец! Еще! Вот сейчас хорошо. Это, по-моему, 18-й номер Ксения Калоша действовала. Не догоняет мяч Александра Шараева. Мяч будет у футбольного клуба Минска. У нас замена у футбольного клуба Витебск. Евгения Кучмарева появляется на поле. Замена в составе футбольного клуба Витебск. Вместо игрока под номером 22 Сидорчук Анастасии в игру вступил игрок под номером 15 Кучмарева Евгения. Вместо Анастасии Сидорчук Евгения Кучмарева появляется на этом замечательном газоне ЦСКА Витебский, точнее на его резервном поле с искусственным покрытием. К слову, завтра мужской Витебск сыграет очень интересный матч против футбольного клуба РУХ. Если вы из Витебска, обязательно приходите на футбол, поддержите свою родную команду. Будет очень интересно, это вам обещаю. Кирилл Альшевский против Евгения Чернухина. Это будет очень любопытно. Так что приходите и приезжайте, естественно, на футбол в Витебске. Ты видишь, что к тебе идет? Все! Ты видишь, идет! Все, Саша, вот ты сюда! Вехтев не успокаивается. Видим, что команда его уступает 0-4, а все равно подсказывает буквально в каждом эпизоде своим игрокам, как нужно правильно действовать. Никуда не торопится Наталья Васильева, хотя все же, может быть, и стоило это сделать. Но она... И Наталья, и остальные игроки прекрасно понимают, что 4 мяча уже отыграть будет невозможно, поэтому никуда не торопится. Здесь бы один забить было бы неплохо. Наталья подает. Что у нас? Повторить нужно этот стандарт. Снова Наталья Васильева отправляется исполнять угловой. Ну ближе подойди! И там сразу же! Подбором ты бей! Вперед! Подбор! Одна! На газоне оказался игрок Витебска. Это Александр Якушевич. Реджина и Бианг правил нарушила. И очередной шанс для футбольного клуба Витебск. Один мяч отыграть. Елена Бузинова у мяча. Помним ее прекрасный удар на первой минуте. Там уже перекладина помогла футбольному клубу Минск. Здесь, возможно, Бузинова сумеет отличиться. Хотя к мячу подходит и Наталья Васильева. У обеих прекрасный удар. Васильева забивала в этом сезоне. Прекрасно помню, гол ворота Зорки БДУ это работал. И пушку страшную разрядила Васильева. Удар. Ну и спокойно здесь действует Мария Толстая. Не самый опасный удар получился. Честно, ждал большего с этого стандарта. Лера, беги, вот ты! Беги, помогай! К основному времени матча добавлено минимум 1 минута. Лишь 1 минуту добавляет Елена Конопляник к основному времени этого матча.
Шанс у Минска забить пятый. И, возможно, это будет. Да, 5-0 в пользу футбольного клуба Минск. Аргентина и Ямайка у нас сегодня в Витебске. Очередной мяч в воротах Ольги Дауровой и 5-0. Отлично здесь у нас все сделала Виктория Марчик, передача, и здесь замкнула эту передачу. Честно говоря, не рассмотрел кто. Сейчас обязательно услышим диктора и узнаем, кто у нас забил пятый мяч. Мяч в ворота футбольного клуба «Витебск» забил игрок под номером 21 Станкевич Карина. Карина Станкевич у нас отличилась, которая появилась во втором тайме на поле. Молодец Карина, полностью оправдала ожидания Пышника, оправдала свою замену. И звучит финальный свисток Елены Коноплянниковой. Фиксируем победу футбольного клуба Минск над футбольным клубом Витебск со счетом 0-5. Напомню быстро, как у нас дела были в этой игре, как развивались события. На 9-й минуте Валерия Богдан открыла счет. На 24-й минуте Оту Реджина и Бианг 2-0. В течение 0-2. На 30-й минуте Елизавета Пинчук 0-3. 60-я минута Наталья Смыкович 0-4. И окончательная цифра на табло установила Карина Станкевич. Это было совсем недавно. 90 плюс первая минута. 5-0. Карина Станкевич приносит победу футбольному клубу Минск. Поздравляем девушек Андрея Юрьевича Пышника с победой. Но команде Сергея Александровича Вехтева удачи в матче с Бобруйчанком. В следующем туре они сыграют с Бобруйчанкой. Здесь же, на этом поле. Для вас эту встречу откомментировал я, комментатор Алексей Куныш. Всего доброго, услышимся на футболе, до свидания. Она не сюда, все, ты уже полдела сделал, а ты за ней.